всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Попов Федор Кузьмич. Родился 8 декабря 1921 года в Батаринском наслеге Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Призван в армию в июне 1942 года Мегино-Кангаласским райвоенкоматом. Рядовой, стрелок 3-й роты 1-го батальона 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии. Федор Кузьмич Попов одним из первых в полку 1 октября 1943 года переправился через Днепр у деревни Глушин. В траншеях врага вступил в рукопашный бой, захватил вражеский пулемет, открыл из него огонь и лично уничтожил свыше 70 фашистов. Принял участие в отражении десятков контратак противника и удержании занятого плацдарма. Своими смелыми действиями способствовал преодолению реки другими стрелковыми подразделениями полка. Погиб 10 октября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Лонгинов Владимир Денисович. Родился в 1919 году в поселке Танда Усть-Алданского района Якутской АССР. Призван в армию в августе 1941 года Якутским горвоенкоматом. Командир пулеметного расчета 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта. Участвовал в освобождении города Воронежа, Украины. Сержант Лонгинов в ночь на 25 сентября 1943 года одним из первых на подручных средствах со станковым пулеметом форсировал Днепр в районе города Канев, огнем прикрывал переправу подразделений полка и поддерживал их бой по захвату плацдарма. В бою якутянин лично уничтожил свыше 80 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 25 октября 1943 года. Шавкунов Георгий Иванович. Родился 9 августа 1913 года в городе Шадринске Курганской области. Призван в армию в 1941 году Якутским горвоенкоматом. Сапер 195-го отдельного саперного батальона 139-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию, Польшу. Рядовой Шавкунов отличился 27 июня 1944 года при сооружении ночной переправы через Днепр под огнем и бомбами противника. Враг стремился разрушить сооруженную переправу, но саперы вновь и вновь сращивали ее разрушенные звенья и обеспечивали переправу дивизии. Георгий Иванович Шавкунов погиб 23 августа 1944 года в бою за деревню Прушко-Велике Ламжинского уезда Белостокского воеводства Польской Народной Республики. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. Краснояров Клавдий Карпович. Родился 12 июня 1907 года в деревне Исаковка Горьковского района Омской области. Призван в армию в 1943 году Якутским горвоенкоматом. Воевал в частях Брянского и Центрального фронтов, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, форсировании Днепра. Стрелок 1181-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта Краснояров 23 сентября 1943 года в бою за деревню Большая Листвень, ныне Великий Листвин, Городнянского района Черниговской области, вызвался подавить огневую точку противника. Израсходовав все боеприпасы, совершил бесстрашный подвиг. Телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Тем самым обеспечивал успех наступления своего подразделения. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года посмертно. Асямов Сергей Александрович. Родился в 1907 году в городе Красноярске. Призван в армию в 1941 году Якутским горвоенкоматом. На войне был командиром корабля 746-го авиационного полка 3-й авиационной дивизии дальнего действия. К январю 1942 года совершил 48 боевых вылетов. Его экипаж сбросил на противника 100 тонн бомб, разбросал над территорией врага 3 миллиона листовок. Погиб 29 апреля 1942 года при выполнении очередного боевого задания в результате авиационной катастрофы. Звание Героя Советского Союза присвоено 20 июня 1942 года посмертно.
Космачев Михаил Михайлович. Родился в 1920 году в городе Алдане, Якутская АССР. Призван в армию в апреле 1942 года Алданским райвоенкоматом. Старший сержант, механик-водитель танка Т-34 21-й гвардейской танковой бригады 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта. Участвовал в танковом сражении под Курском, Воронежско-Косторнинской операции, освобождал Украину. Старший сержант Космачев отличился в боях 24-28 августа 1944 года за города Бырлат, Факшаны и Быжеу, Румыния. Его экипаж уничтожил несколько танков, самоходных орудий, десятки автомашин с живой силой, захватил крупные военные склады. Его танк первым прорвался к двухъярусному мосту через реку Сирет, уничтожил артиллерийскую батарею и охранение противника, удержал мост до подхода подкрепления. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1944 года. Жадейкин Максим Степанович. Родился в 1914 году в селе Налитово, ныне Туркаево, Дубенского района Мордовии. Призван в армию в 1941 году Алданским райвоенкоматом. Сержант, командир отделения роты противотанковых ружей 22-й гвардейской мотострелковой бригады 3-й гвардейской танковой армии. Участвовал в боевых действиях за освобождение Украины. Максим Степанович отличился в боях по удержанию и расширению плацдарма на правом берегу реки Днепра в районе села Григоровка Киевской области. Он со своим расчетом противотанковых ружей первым форсировал Днепр и в жестоких боях, отражая контратаки противника, лично уничтожил свыше десятка фашистов, подавил пулеметную точку. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. Тепляков Мартын Пантелеймонович. Родился 10 января 1918 года в деревне Дроново Заводоуковского района Тюменской области. Призван в армию в 1940 году Алданским райвоенкоматом. Сержант, командир отделения 467-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 61-й армии Белорусского фронта. Защищал город Брянск, участвовал в Курской битве. Сержант Мартын Пантелеймонович Тепляков отличился в боях в районе деревни Глушец Лаевского района Гомельской области. В ночь на 1 октября 1943 года под огнем противника с первым десантом бойцы его отделения переправились через Днепр и, открыв огонь, прикрывали переправу роты, отразив 19 ожесточенных контратак противника. В этой операции в рукопашном бою и огнем он лично уничтожил свыше 40 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года. Достовалов Семен Васильевич. Родился в 1919 году в деревне Бякино Нерчинского района Читинской области. Призван в армию в апреле 1942 года Алданским райвоенкоматом. Рядовой, пулеметчик 900-го горнострелкового полка 242-й горнострелковой дивизии 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Кавказа, города-героя Севастополя, Украины, Польши. Проявил героизм 22-24 сентября 1944 года на границе Польши и Чехословакии в районе населенного пункта Ясель и горы Кичера, когда 1-я гвардейская армия прорывалась через Дуклинский перевал на помощь восставшей против оккупантов Чехословакии. Его пулеметный расчет продвигался в авангарде, уничтожая живую силу и технику противника. Только в бою 24 сентября он вместе с расчетом уничтожил до 60 фашистов, отбил 3 противотанковых орудия, захваченных врагом. В этом бою пал смертью храбрых. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1945 года посмертно. Миронов Алексей Афанасьевич. Родился в 1912 году в Кентикском наслеге Верхневилюйского района Якутской АССР. Призван в армию в сентябре 1941 года Вилюйским райвоенкоматом. Гвардии сержант, снайпер 1-го стрелкового батальона 1291-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. Участвовал в боях под Игумново, Рожково, Степаники, Холмом. Весной 1942 года командиром дивизии он был охарактеризован как снайпер сверхметкой стрельбы.
К маю 1943 года уничтожил 123 фашиста, подготовил десятки отличных снайперов. Он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Алексей Афанасьевич Миронов умер от тяжелого ранения 30 марта 1945 года в Венгрии. Звание Героя Советского Союза присвоено 5 мая 1990 года посмертно. В сиянии северном рожден потомок славных предков. Я не убит, я не пленен, солдата слово крепко. Я не пущу врага в страну, где песня стерха льется. Вы принесли в мой дом войну, ответ держать придется. Мне не нужны сейчас слова, я на прикладе делаю зарубки. Так мстит сибирская сова за отчий край и за голубку, за отчий дом и за тебя. Благословила нас река рассветом и закатом. И чтоб не дрогнула рука охотника-солдата,